представить вашему вниманию биографический очерк про нашего юбиляра под названием известному ученому в области сварочной технологии и надежности конструкции Севера Клевцову Олегу Евгеньевичу 70 лет. Клевцов Олег Евгеньевич родился 26 августа 1951 года в селе Майя Мегакангласского района Якутской АССР. Окончил Майнскую среднюю школу. Учеба давалась ему легко, но особый интерес он проявлял к занятиям по физике и математике. После окончания школы поступил в физическое отделение физико-математического факультета Якутского государственного университета. После окончания университета в 1973 году Олег Евгеньевич по приглашению заместителя директора Владимира Петровича Ларионова поступил на работу в лаборатории сварки Института физико-технических проблем на должность стажера-исследователя, став одним из первых учеников аспирантов Владимира Петровича. В лице этого удивительного человека Олег Евгеньевич обрел настоящего друга и мудрого наставника. Лаборатория сварки 70-х годов занималась проблемами разрушения техники, металлоконструкций и механизмов при эксплуатации в условиях низких климатических температур. Во время работы над кандидатской диссертацией он часто ездил в Алмату имени Баумана на кафедре машиноведения, где ему удалось познакомиться с такими известными учеными, как Николай Николаевич Аркавин, академик-основатель теории тепловых сварочных процессов, Георгий Александрович Николаев, академик, основоположник теории прочности сварных соединений, которые, несомненно, повлияли на становление Олега Евгеньевича как специалиста высокого уровня. В 1981 году в Институте электросварки имени Евгения Оскаровича Батона, крупнейшей в стране научно-исследовательском центре в области сварки в городе Киеве, Олег Евгеньевич защитил кандидатскую диссертацию по теме исследования образования холодных трещин и разработка технологий сварки с легированной стали при низких температурах. Диссертация посвящена детальному изучению механизмов образования холодных трещин в сварных соединениях и разработке технологии ручной дуговой сварки элементов металлоконструкций труб при отрицательных температурах. В 1983 году Олег Евгеньевич назначен заведующим лабораторией сварки. Неоспоримым доказательством его успешной работы явилось присуждение в 1984 году премии Ленинского комсомола в области науки и техники за исследование природовозникновения холодных трещин и разработка технологий сварки низколегированных сталей при низких температурах. В 1986 году стал заместителем директора по научной работе института и заведующим отдела холодостойкости и материаловедения. В 1999 году с участием Олега Евгеньевича на базе института был создан первый в Восточно-Сибирском регионе аттестационный центр специалистов сварочного производства. Добрый день, дорогие друзья. Я Егоров Еврония Николаевна, заведующий музеем истории педагогического образования Педагогического института Северо-Восточного федерального университета. Сегодня для нас особый день, знаковый день. Сегодня день юбилея нашего дорогого Клевцова Олега. Он вместе со мной рос в одной ограде в селе Майя Мегино-Кангаласского улуса. Мы с Олегом когда-то учились в одной школе, Майнской средней школе, и являемся выпускниками 1968 года. Он, когда маленький был, с нами вместе в одной ограде играли. У нас была ватага советских детей, маленьких. Все мы вместе весной катались на санках с горки Майнской. Так радовались, так были счастливы. Все были в телогрейках, у кого валенки в валенках, и шапочки теплые, тряпичные. И были все довольны. В школу мы ходили все в одинаковой форме. Девочки в фартуке, школьная форма все коричневого цвета, и бантики обязательно были из ленты, атласных лент. Ага. И мы были очень рады и счастливы своему детству. Учителям были благодарны.
Так, и, конечно, своим родителям. Олег и, и я, у нас судьба как бы прошла одинаково. Он воспитывался у своей бабушки, и я воспитывалась тоже у своей бабушки. Мгм. Ну, тогда было как положено. Э, в основном воспитанием детей занимались наши дорогие, незабвенные сейчас, драгоценные наши бабушки. Так, в школе Олег учился хорошо. Он особенно увлекался математикой, физикой, астрономией. Ну вот точные науки его привлекали. И в 1966 году в Майнской средней школе впервые в республике открылся физико-математический класс. В этом физико-математическом классе были собраны самые такие одаренные ребята из всего Улуса, из школ. Сборная команда нашего Мегино-Кангаласского Улуса, которые были, значит, очень увлечены математикой и физикой. Олег был одним из лучших учащихся этого физмат-класса. Этот класс 9 Г. Он был во всем, конечно, первым. Обучаясь в школе, он занимался еще физикой и математикой Московского инженерного института заочно. Решал все задания, все задачи, кроме школьных программ. Так, и параллельно Томского, значит, Томского университета задания физического факультета выполнял. Его туда, конечно, звали, учиться приглашали, но он, ну, тогда финансовые возможности не позволили многим из наших одноклассников поехать за пределы республики учиться. И он выбрал себе физический факультет родного Якутского государственного университета, которому вот как раз в эти дни исполнилось 65 лет. Ага, тоже юбилей. И я очень рада, что вот накануне дня юбилея нашего родного Якутского государственного университета отмечает и юбилей его выпускник Слепцов Олег Евкентьевич. Ныне большой ученый, профессор, значит, доктор технических наук, который после окончания Якутского госуниверситета открыл одну дверь Института физико-технических проблем Севера, созданный, кстати, нашим уважаемым, почитаемым человеком Ларионовым Владимиром Петровичем. И он до сегодняшнего дня, до 70 лет, работает во благо родного института, родной республики и известен очень за пределами нашей республики. По России все большие ученые его знают. И, значит, за пределами Российской Федерации зарубежные ученые очень даже предпочитают нашего любимого Олега когда-то, а сейчас большого человека нашей республики, видного ученого Слепцова Олега Евкентьевича. Я очень рада, что сегодня приглашены и присутствуют представители нашего Якутского когда-то госуниверситета, а сейчас Северо-Восточного федерального университета, и передаю моей молодой коллеге. Пожалуйста. От имени Северо-Восточного федерального университета, от имени ректора Северо-Восточного федерального университета и всего научного и педагогического сообщества поздравляю уважаемого Олега Евкентьевича с юбилеем. Хочется отметить, что Олег Евкентьевич был у истоков создания кафедры
сварки и диагностики, которая подготовила высококвалифицированные кадры не только для региона, но и для России в целом. Также хочу отметить, что этот год объявлен годом науки и технологий Российской Федерации и годом молодого исследователя в нашем Северо-Восточном федеральном университете. И молодые ученые, молодые специалисты не достигли бы таких высоких результатов в нашей стране и в нашем регионе без таких талантливых педагогов, без таких талантливых ученых, как Олег Евкентьевич Слепцов. Желаю счастья, благополучия с юбилеем. Выпала ответственная миссия поздравить Олега Евкентьевича прекрасной датой от имени Министерства образования и науки. Ну, Олега Евкентьевича сперва во-первых, я поздравляю лично от себя. Но Олег Евкентьевич, как сегодня рассказали за его биографию, он родился в селе Мая, закончил первую школу его именем. Действительно, в продолжении его труда, действительно, он является очень большим ученым не только по Российской Федерации, но и по всему миру. Его труды знают, почитают и так далее. Но эксплуатируемых в экстремальных условиях Крайнего Севера. По вашей инициативе в 2000 году создана кафедра сварки и диагностики в Инженерно-техническом институте, монографий и 10 изобретений. Являетесь руководителем регионального отделения Российское сварочное профессиональное сообщество, председателем регионального научно-технического совета «Сварка, родственные процессы и технологии», членом научно-координационного совета по развитию сварочных. Указ главы Республики Саха-Якутия. За выдающийся вклад награждается Олег Евкентьевич Слепцов, доктор технических наук, главный сотрудник Института физико-технических проблем Севера имени Ларионова, Сибирского отделения Российской академии наук. Күннен Ластанлах Олег Евкентьевич чугас жана доктор аймақтара. Мен атым Парядин Юрий Афанасьевичтен, тарғайны хелеген жағалта теруллибин. Олег Евкентьевичтен төбі бір себеп беттеха мен ұстуенлер кемдер беттен, ол табаға түмсүйттен хаван Егор Спирдон өршешеген бейіні білгеннетті әбіті. Чағыртантын бейі ұстуенлер жамыт көрімбіт, әдір оғалар көрір бітіреттен оған үшоны кейі олар разы білдер. Тут тақапта хаджарыттан дағаны бейтін жизненный позицияттан дағаны дейқа. Антон кәнеке бұл үләйет болған барымын дойды бар тақар бар. Бұл Егор Спирдоновичтақ үрдәқ оған өңілі ақтар. Кенлер бұл бәйін дүріттәқ дойдымақ кей дойды бар тақаңын үлі қамна енлер үксен онлық етейінен тақы бұдым дойды бар. Үштаңы жамын жағаттағы өспірім. Жағаттағы өң барымын бұл ол табаға түмсөнігітті система образующая дейқа бейі нехелек хайдықтыр үлірбіде қамғыр бұтыр хүдді ауақан солтаға қапшесіне тәрілді. Олында бір тұтақ кейтінен болар бұл Олег Евкентьевич. Бұл кәнеке ғылар тоқары бейі нехелек арас тәрәхінері, арас мероприятиялары қораққа ғытачы бұд, ол табаға түмсүй, табағалар ұңғар, арас акцияларға күтті бұд, оны үргітін Олег Евкентьевич нар бар болар. Бейқы хөбәма берен, арас тәрәхінер бітер баратыр күттіған. Бұл аспыт сас дойды бұтығар Егор Слепцовтен бұл Олег Евкентьевичтағы аймақтара көлігін жөгөрден Ленин орден қағайына отта әри күттіғаға түрәбіті сүйсауын бұппыт. Оланна тақ Олег Евкентьевич бұты өдіғаны береметі қарады болыңар. Арас бұл қатшақтар пандемияды болыңар. Таққан бәйтін күттігдің ұлбыта.
Үрдә шөй әлбәх тыңырытен хаян бу әдер чакка калбыр булар киеден бир бем саналуын Олег Евгеньевич. Уважаемый Олег Евгеньевич, от имени окружной администрации города Якутска и лично от Евгения Николаевича Григорьева, главы городского округа города Якутск, хочу вас поздравить с юбилейным днем рождения. Сегодня вот ставится в плане социально-экономического развития столицы города Якутска, который будет на днях утвержден указом главы республики Арсеном Сергеевичем Николаевым, будут строиться очень много и социальных объектов, и дорог. И поэтому я в каждой школе буквально вижу, что каждым днем используется много металлоконструкций и ведутся очень много сварочных работ. И большая благодарность за созидание кафедры сварки и диагностики на базе Якутского госуниверситета, а ныне нашего Северо-Восточного федерального университета. И мне очень, знаменательно, что я выступаю после Владимира Ивановича. Мы система образования очень наблюдаем, и вы, научное сообщество, конечно, являетесь базой для исследовательской работы наших детей и наших педагогов. Большое спасибо. Хочется пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, многих лет жизни. И хотя, может быть, и вы не знаете, не ощущаете, да, но вы являетесь примером для подражания для многих-многих людей. Особенно, еще раз повторяю, Я Климентова Сивцева Екатерина Николаевна. Сердечно поздравляю брата Олега Евгеньевича с замечательной датой, 70-летием. От всей семьи Сивцевых и Климентовых. Я учитель географии МОБУ Саха гимназия, а с Олегом Евгеньевичем, то есть с Олегом, мы росли вместе. Он старше меня, и всегда он приходил к нам в гости, и я, в свою очередь, к бабушке Ирине Дмитриевне. И так наше детство счастливое прошло. А Олег был очень хорошим учеником в школе, и мы старались по пятам Олега учиться как можно лучше. Олег Евгеньевич и мама моя, Анастасия Дмитриевна, и Ирина Дмитриевна, они родились вместе, старше моей матери на 10 лет. Но я помню, как учился Олег во время университета, госуниверситета. Мы вместе жили у родственника министра культуры Климентова Дмитрия Дмитриевича, и приютили они нас всех, в том числе бабушку Ирину Дмитриевну с внучками, также и нас, и еще других родственников из Мегино-Кангаласского улуса. Олег Евгеньевич, конечно же, для нас это самое важное. Мы гордимся, благодарим и желаем плодотворной работы и, конечно же, здоровья, счастья в личной жизни. Коллеги, сегодня, конечно, у нас очень знаменательный, радостный день ученым. Его путь в науку сложился очень успешно, потому что были прекрасные учителя. Ну, во-первых, академик Ларионов Владимир Петрович сразу заметил одаренного студента, настроил его, чтобы он после окончания Якутского госуниверситета начал работать в академической системе. Ну а дальше, начиная свою деятельность с стажера-исследователя института, он начал проводить настоящие научные исследования, и они тоже проходили под руководством выдающихся наших ученых. Сегодня это классики, это Георгий Александрович Николаев, академик Академии наук Советского Союза,
Николай Николаевич Рыкалин, об этом тоже говорили, директор Института металлургии. Ну и, я бы сказал, самую такую очень значимую поддержку оказал Борис Евгеньевич Патон, директор Института электросварки, президент Академии наук Украины. И под руководством таких выдающихся научных школ Олег Евгеньевич состоялся как ученый с мировым именем. И его целеустремленность, его тяга к открытию новых знаний позволила, чтобы его научный труд, научная деятельность была оценена. Ну, прямо скажем, конечно, на международном, на российском уровне, эти уровни высоко оценены. На республиканском уровне эта оценка продолжается. Я сегодня благодарен Александру Сергеевичу, Михаилу Петровичу Сипцову, Владимиру Ивановичу Тихонову, что поддержали наше решение. Он сегодня удостоен очень высокой награды нашей республики «Гражданская доблесть». Это говорит о том, что Олег Евгеньевич, скажем, на коне, он имеет потенциал большой, он имеет учеников, есть школа, и я уверен, вот эта школа будет развиваться, и в связи с тем, что перед нами очень высокие, очень сложные вызовы перед школой Олега Евгеньевича, которые касаются повышения надежности, работоспособности сложных технических систем и технологий получения неразъемных целей. Это все-таки технологии, которые предстоят еще выйти на более высокий уровень. И мы уверены, что Олег Евгеньевич со своими учениками продолжит вот это очень актуальное и нужное направление. Я с удовольствием оглашаю, что президиумом Сибирского отделения Российской академии наук присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Сибирского отделения Российской академии наук» с вручением нагрудного золотого знака «Золотая сигма». Кстати, это награда новая, награда, которую присвоили учредители только недавно, и вот первой десятке награжденных Олег Евгеньевич. Я с удовольствием вручаю золотую сигму. Ну, самое главное, конечно, мы желаем здоровья и чтобы ваша научная школа процветала. Байшева Оксана Ильинична демин, бу Олег Евгеньевич биги хан русы жамыт болар, кини агата Евгений Иннокентьевич Слепцов, уолгот табагаттан төрүттәк, биги саҗаныр бытыгыр, тот самый улахан үс улахан сөдө сүрәячылардагы Леонид Попов, Күннүк Урастырап, Иван Арбита, оны биги кен туттавыт бу Олег Евгеньевичнан кини эхи билерге курдук профессор, доктор, оны кытта бихеми бир убайдахпыт, Слепцов, Иван Ефимович Слепцов, эме доктор, космофизик. Он бихиги аймактар оттан бу Слепцовтар тенен бүтүн республикага олоробут. Ота мен тохтен этепин барабын. Самай мен бу Олег Евгеньевичке сөбүлүрүмден кини бу төһө даны бем ханыбын сеп, ханыбына кини ученый баллай, он улуу кихи.
кинини кытта улуу дьоннор кепсетеллер, элбэх сетихилердэх, о гынаман кини наха чугай майгылах, о курдук уян, о курдук үйөрүннен ыппыра саналах. Онан мин бу колобур эр кихи онда бу учугунай итинни курдук майгылааттан мин наха үйөребин. Карабын убайбар өссө даганы элбэх үйөрүнәчилерденнин, онна кини үлелир береметер мин солтутага техникумга завучту хиджамын, кининин грамын эме договор олоктоомбут, элбэх отчаттары манна үйөреттер биппит, сваркага кытта элбэх манна практиканы барбыттара. Онон мин убайбар мактанабын, мин үлебер эме кини меха көмөлөспүте, оны элбэх отчаты эме угуяр ыңырар. Олега Евгеньевича, Михаила Петровича поздравляю с такой знаменательной датой 70-летия. Ну, формально все слова уже были сказаны, география, все остальное. Я как-то хочу неформально сказать. Это в 89 году я приехал в Якутск после этого опыта отработал распределение в Москве, после Бауманского. Зашел Олегу Евгеньевичу, потому что мне Петрович, конечно, как всегда, был в отъезде. И принимал меня в институт Олег Евгеньевич. Проявил отеческую заботу, так сказать. В лабораторию сварки я попал сразу. Я отработал там до самого своей защиты, кандидатской диссертации, после которой образовала основа лаборатории, которая стала наивысшей. Ну, я думаю, закончим на этом. Все поняли, что это неординарный человек, прожил неординарную судьбу, и тем на повезло быть с ним рядом. Мы все благодарны ему за это. Спасибо, Олег Евгеньевич. Я Попов Андрей Леонидович. Мы с Олегом Евгеньевичем кровные родственники. Моя бабушка Мария Ивановна в девичестве имела фамилию Слепцова. Ну, это внучка Марка Слепцова, в честь которого назван наш род Марковичей. Вот. И бабушка была внучкой, значит, Марка Слепцова. В то же время она была правнучка Бет Марии, племянница Никифорова Василия Васильевича Кулимнура. Вот. Ну и я думаю, что все будет в нашем роду хорошо. И вот наши представители рода — это великие такие люди якутские. В Якутии это два народных поэта Якутии: Кюнюк Урастыров, Леонид Попов. Вот, и, мы от имени вот как раз Леонида Андреевича Попова, от имени, вернее, детей, племянников, внуков, хочу поздравить Олега Евгеньевича со славным юбилеем. Мы присутствуем на замечательном празднике, где отмечаем юбилей видного нашего учителя, ученого, который сделал очень большое для того, чтобы наши города, села существовали в тепле, в порядке и благополучии. Конференции научно-социальной программы «Шаг в будущее». Я помню, как мы проводили замечательные выезды в улусы, в республике, в школы, для того, чтобы работать со школьниками. Я по биологическому направлению, Олег Евгеньевич по техническому направлению. Руководством Олега Евгеньевича занимали призовые места. И выступали не только у нас в республике, но и за пределами республики. И затем преподаватели Государственного университета ЦВФУ и студенты тоже учились навыкам техническим. Мен Олег Евгеньевичтен эдеркемин
на чуйду эде программа красахер огосахер бияка келен күлейден ахалларата тоятакка эбетин батыя хайдар ол келенге життылар эте оннол кини маятта келер инекена мая гото болон бияка улахан туактах авторитеттага жеп болар эте олин эбетиттен улаханнык тайбет эбетин тахер өрүтүнерилле хайдар негенен улаханнык бирге ойня отакпыттааны шөйдү кепсеппетте дебит ол кини үксө кайдарын үчалы таддал хаңарырды ата биологтыгы жоно боллак тенон аляккатами туу деген конханамапын просто кендики чөй баты түбиссебит бу Владимир Петрович туун үлетен салкаахынын отой мен каракпынан дөрүн көрөн аттыбын бисебин киребин такабын инекенен элеге тыбыратым курдуханан билеген онотон динне аймактыбы таны ол тугунан бет мари ujordara моно суактак маркаптен өбөгөбүт бул сүддө үйракта эннах кебит инекенен ол эти билген музей таарбыт улахан фундаментальный киниге окасыската үлетен камнан сусуру колу балабыта еген туунан барыта хуруллуут нахандык подробно болбатадаганы миона киннен кен туттабыт билген испитигер оннотон руаймак жоннор бу марк слепсоптен мартентен ол халын маркаптенен баран халыптар быхылах минегенен билген улар тиякпытын ханаттыбы кынама архивка маркаптарынан хыябыт слепсоптарынан хыябыт оны маркаптан слепсопкалар тиякпытын ханыбы кынам баран наха тейбе тарафы курдук бута лича пока ен тооло ходдөрөн хие бар саардакка бар улардан да астен турук оны таалек үлетен камнахан ите букинигелеринен өрүтүн белактилер Владимир Петрович бейте баргар даны белактетелебите такыбы кинигелерин инекенен малаччатын бишсебин дия коюп окунан баран ол кинилерге олокторгор үлелерин камнаштарын чөйдү билбеппин ону тагасты билинен тоя такка Владимир Петровичтин Лейпцигке Германиятын бирге хажыпыт улахан выставкага ол мен чыгылатын точно дөпүкүнөн бана те агын төккейин булакта ол онно выставкага кини руководитель эте инегенен эми үксүн ол делегацияны кеттеге сүйүтүгөр эйнер ол кендики биссен олог муратын курдук уктан иге хажар болара оны наха шөйдө күндүк ханыбын онна ите бу институту Владимир Петровичтің онды чугастык билинен кинникте ол кенеттен жасыдык алтыаммыт уманы браниктерген олог оннубат баратын ыңырар саңа жылга өдөн агар далир иннир акыркалар билин даны памят бола хынжаллар онан ол Владимир Петрович осколата билин салканан ите элекке элбактыгын эремип булактак үлетен камнаха салкырын онон белек бутаттан үлелен камсан бу атын аттатта он салкын ука хайды тигер улахан бейтин шүзү кылатын килери демит эренебит. Академия наук присоединится к поздравлению по случаю 70-летия выдающегося ученого, крупного исследователя в области сварки, прочности и безопасности материалов и конструкций Олега Евгеньевича Слепцова. Я хотел бы сказать, что с Олегом Евгеньевичем мы знакомы давно, со времени комсомольской юности, я был тогда комсомольским работником, и уже тогда Олег Евгеньевич прошел, можно сказать, естественный отбор среди ученых и получил очень высокое звание лауреата премии Ленинского комсомола. Таких людей в республике, надо сказать, просто единицы, их очень мало, эта премия была очень редко выносилась, и уже тогда Олег Евгеньевич заявил о себе как крупный ученый. В этот знаменательный день я бы хотел бы поздравить
Олега Евкентьевича с юбилеем, пожелать ему крепкого здоровья, успехов в дальнейшей работе и так далее. Ну, я знаком с Олегом Евкентьевичем давно. Мы вместе работаем в Институте физтехпроблем Севера в одном отделе. Олег Евкентьевич является тем человеком, с которым можно вот пообщаться, посоветоваться по проблемам развития нашего отдела, там, по подготовке кадров, там, ну и по научным нашим тематикам. Олег Евкентьевич является вот одним из ярких и самых, наверное, успешных учеников нашего учителя, организатора нашего института Владимира Петровича Ларионова. Что еще хотел бы сказать, что, чисто от себя, хотелось бы, чтобы это 70 лет, это, не тот возраст, смотря на наших аксакалов, если так посмотреть, вот Никиту Гавриловича там и там Николая Александровича Петрова, которому глубоко уже за 90 лет, я бы сказал, что 70 лет еще время для того, чтобы развивать и творить и так далее. Я очень рад. Спасибо. Совместной работы позволяет мне сказать слова благодарности и признательности нашему юбиляру. В первую очередь вспоминаются наши встречи в Якутске, Красноярске, Иркутске. И с каждым годом наша дружба только крепчает и крепчает. Наша дружба имеет многолетнюю историю и досталась нам по наследству от наших учителей. Два наших учителя, Ларионов и Солнцев, были очень близкими друзьями и передали эту дружбу по наследству нам. С каждым годом становится все меньше людей, которым ты можешь сказать ты, которым можешь назвать только по имени. И с каждым годом такие люди становятся все дороже и дороже тебе. Олег, я поздравляю тебя с днем рождения. Ты мой близкий и добрый друг. Я желаю тебе здоровья, счастья, радости, успеха. Я надеюсь, что наша дружба продлится еще не один год, и мы еще не один раз встретимся и в Якутске, и в Питере. Мы ждем тебя в Питере в самое ближайшее время. Отеческую заботу проявлял о молодых, всегда их вот подводил конкретно к определенной работе. Там, у кого-то это была кандидатская. Вот недавно защитил докторскую Голиков Николай Никитич, тоже ученик Олега Евкентьевича. Человек, который сделал судьбу, начинал со сварочной маски, скажем так, и закончил ее профессором уже всероссийского масштаба с международной известностью. И сделал, вообще говоря, жизнь подарком самому себе. Может быть, так и нужно делать. Да? Это, то есть, человек советской закалки и вот перестроечного периода. Тоже он возглавлял институт в 2000-х годах после Владимира Петровича Ларионова. И вот до сих пор наш институт жив, наверное, в чем-то благодаря Олегу Евкентьевичу тоже. Так что спасибо, поздравляю с юбилеем, желаю всех благ и познать вот зрелость настоящей жизни, вкусы. Да. Желаю крепкого здоровья, успехов новых в деле науки и разрешения. Я знаю вас как выдающегося ученого по физико-технической проблеме нашей республики. С юбилеем 70-летием от всех жителей и земляков Карагайского населенного Ленинградского области. Я не буду зачитывать приветственный адрес, я лучше скажу это своими словами. У нас с Олегом Евкентьевичем связана очень долгая дружба, которая связана и с научной деятельностью, и очень много связано по работе с комсомолом.
Мы оба с ним были председателями Совета молодых ученых-специалистов республики. У нас была очень хорошая плеяда наших предшественников, и Владимир Петрович Ларионов, и Аркадий Егорович Слепцов. Потом после Аркадия я был председателем Совета, а после меня уже это взял на себя Совет Олег Евкентьевич. Была очень интересная, бурная работа в комсомольской среде, в молодежной, с молодых специалистов. Очень сильно развивали и подталкивали вперед молодежную науку. Вот. И сегодня вот ребята, которые здесь сейчас находятся, доктора наук, члены-корреспонденты и даже академики, они все вышли из Совета молодых ученых-специалистов. Все мы вместе работали в том большом научном коллективе, который назывался якутским филиалом Сибирского дня Академии наук. Ну и да, до сих пор мы так все дружим и живем рядышками, как друзья и как, в принципе, как родственники. Вот, поэтому хотелось бы Олегу, конечно, пожелать прежде всего доброго здоровья, больших творческих усилий и больших творческих побед, потому что это машина по выработке научных знаний в такой сложной области, как современная техника, технология и так далее. Поэтому я желаю ему очень больших дальнейших успехов. Сегодня мне выпала большая честь поздравить вас и передать слова приветствия. И позвольте мне зачитать приветственный адрес в вашу честь вашего юбилея. Примите искренние поздравления в честь вашего 70-летнего юбилея. Мы знаем вас как выдающегося доктора технических наук и профессора, известного своими заслугами и научной деятельностью в стране и за рубежом. Да, мы вышли из всех проблем Севера, поэтому от коллектива поздравляем с юбилеем, желаем счастья, конечно, здоровья. Я вот сегодня ознакомился под одними крышами. Но, знаете, я вот абсолютно не могу равнодушно относиться к этому замечательному человеку, потому что, вы знаете, официальные отношения у нас были до 2006 года. Он был директором института, я работала на 4-м километре, но нам удалось, то есть нам была такая большая честь оказана, мы представляли наши разработки на международных выставках. Надо сказать, несмотря на то, что эти форумы научные были очень большие и значимые, но тем не менее яркость событий было не только от встречи в другой стране, но и одним из самых ярких событий для меня было это общение с этим замечательным человеком. Я поняла, какой у него природный ум. Вы знаете, несмотря на то, что мы работаем в науке, я достаточно редко встречала людей с такой природной одаренностью. У него абсолютно мощный, цепкий ум. И вот мне кажется, что вот он реализовался, самое главное, что он реализовал это именно в той области, что ему дала природа. Дорогой Олег Евкентьевич, сегодня мы отмечаем юбилей одного из выдающихся ученых в техническом направлении нашей республики. И это очень замечательно, что мы справляем юбилей, ибо это говорит, что техническая наука у нас в почете. Дела, идеи великого Владимира Петровича не только продолжаются, а развиваются, и они находятся в надежных руках, потому что ФИКС возглавляет тоже 9 Михаил Петрович, как говорится, физтех тоже ученик Владимира Петровича Алёшина. Но я хочу сказать сегодня по юбилею, стараюсь коротко, в 3 моментах хочу остановиться. Это о нашем сотрудничестве. Первое – это наши отношения, когда я работал ректором Якутской государственной академии почти 19 лет. Владимир Петрович Ларионов, несомненно, здесь был. И наше все сотрудничество, все проводником, все поручения, все задания непосредственно делал Олег Евкентьевич Слепцов. Вот поэтому мы, как бы договаривались,
говорю с Владимиром Петровичем, но о внедрении всегда Олег Евгеньевичем мы доделывали до конца. И в результате все-таки инженерный факультет Якутской государственной сельскохозяйственной академии носит имя Владимира Петровича Ларионова. Первые ларионовские чтения были сделаны, проведены в Якутской государственной сельскохозяйственной академии, и оно продолжается, делается. И, конечно, то, что делает инженерный факультет Якутской государственной сельхозакадемии, ныне АГАТУ, это большое дело, потому что на селе обязательно нужна безопасность, на селе обязательно нужна сверхпрочность, на селе обязательно нужно, чтобы все у нас было надежно. А все это делает, обеспечивает везде вот такие ученые, как Олег Евгеньевич. Второе, это уже как бы вторая часть, это надо сказать, что это сотрудничество наше непосредственно с Олегом Евгеньевичем. Ну, об этом можно много говорить тоже. Ну и третье, это наши дружеские отношения, как мы друг друга уважаем. И трудные времена у нас были, и хорошие времена были. Всегда Олег Евгеньевич человек такой, он очень надежный, всегда трудные минуты рядом, радостную минуту, конечно, тоже рядом, всегда поддерживает, всегда окрылит, и человек никогда не паникующий. Ну, этот характер передался ему, наверное, из Мегина Кандаласского вуза и Майнская школа, которую он окончил. Это Украина, это школа Патона, выдающаяся школа. И все это в одном человеке. А сейчас требования не только, вызовы времени уже меняются. Вызовы времени настолько меняются, что нам надо уже глобальный мир видеть глобализацию не как плохое, а видеть надо как хорошее. Ибо если мы будем на него смотреть как это отрицательное явление, то нас вытолкнут из этого. А здесь без технической науки, без именно надежности наших условий, без того, что делает везде, то, что сделал Олег Евгеньевич и его ученики, они продолжат, сделают, обеспечат нам ту надежность, по той лестнице будет подниматься наука наша и наше сообщество, наша республика. Вот в этом я уверен. И в самом заключении я хочу Олегу Евгеньевичу включить приветственный адрес. Да? Здесь теплые слова. Прочитайте. И почетную грамоту награждаете Слепцов Олег Евгеньевич, главный научный сотрудник ИФТПС Советского отделения, доктор технического профессора, за огромный вклад в обеспечение надежности, безопасности сложных технических систем села в экстремальных условиях Севера. От нашего института самого прекрасного. А вторая часть у нас будет, мы знаем, это продолжим еще. Но и хочется поднять настроение. Вот пришла поздравить, вручить цветы солистка ансамбля «Сандал». Пожалуйста. Уроженцы Слепцова. Их много, но мы самому старшему, самому уважаемому дадим слово Марку Федору. Известному Косторенскому. Народному художнику. Остальные все читают. Кемин улуг биндубрапын Олег Евгеньевич бүгүнкү тергейдакынына көрөп кетен сырына атталан валла бу гыдыттан улуг чугас Рухан аймактарыттан бир табааттан силиштенен мутуктанан ол бет Мария Суакта Марков сыжанлара барып маны тимсен келен бу
көрсен, бесен, сама бесен мақтардың, оның шымандaki әбішерім болы деймігін, оның бірақ бір оқиға алғаны мақтанып тұрын, бұл күнін ағым нұлуадың, есас тұқарақтың өйдеден дөнерге өйді тұғар өсі білмей ең түріктінден. Бұны әндір ой бол, гөр, аны бұл барда дөнерге тұғар табылды містіндерінің бары. Бүгін күнді академия үләдеттері, бүгін бігі тапталлағы байбытын честәрі кетігер бігі слепсовтар сүгіребет, бігі байбыт кірджік тағаны бүтін сақа сірегер, онна республикаға, международный аттақ, кені атына тұрар, кені әлбәқ сетігілері бігітіне аймақтары үйердер, онна бұл бігі ұрттауды бұра қолыры бігі слепсовтар кел болғанға бігі Үс улахан Сурьячылаппыт, Леонид Попов, кені оға тұрар бияға бұл, Андрей Леонидович Попов тұрар. Күнні бұрастырар бігаймақпыт, оны Иван Арбиді. Онтан хебелергет болу бігаймақпыдыр бар манна мен, хатан кәлбеттен, әрабетін тердер ұбая Иван Ефимович Слепцов, доктор физико-технических наук, космофизик. Оны бігер табыту бар балалар бұл, инакенти район Кентевич Бехемяхан Рой Маппыт, Слепцовтар Саджанара, он Александр Андреевич Когаевская Небихай Маппыт, он был Висентьевин Мария Никитина Кини, Полярная звезда, журналига, Беат Токтон Тахатар Бохна Кинека Келевет, он был Олег Кентевич Бегетревит Токтатабар, Уола Русла, он беги басов кескиллер чаппыт беги табагабыт ол табага собиятчыта турар оны мен бебилиндер баллаппыны менен көптен тентаксасы университет күлелебите ИТФ ГРФ килюеренечилери онна минием нар кепсиреде Олег иетин атын туһунан кепсиреде эбеетин хэтин туһунан кепсиреде онун мен кинини оордак беттен бебер кумир омустомун билиңерди жаджабын кини мен кинеха маны bir çıktağını söylüyorsa, kini oğu kurduk, naha uyan, oğu kurduk, naha yürüyen, ona oğu kurduk, ıpıras kini. Ona men bir doydularım Marfa Gülüçkina kohamdan tümük yapım bağırım. Marfa Gülüçkina mı diye soruyor durumda. Doğukan adını gühül bugün kendine, kallağını diğer kayar kaltıldı. O aray butulları kini tımnağar. Onun bilgi bari tırnaqpıt tuğarı beyvetin tapdığın, beyvetin ulaştığın, beyvetin ıtıktığın, beyvetin ürtüktü tutuğun. Alevkin köyü yübileğinin istimlik ağabeylerin kümünde. Сегодня, пользуясь случаем, я хочу вспомнить один такой эпизод в своей жизни, который мне дал возможность еще уважать Олега Евкентьевича. Это то, что это случилось, наверное, лет 15 назад. Мной очень уважаемый человек Яковлев Георгий Петрович, ученый, политик, известный в республике Диамантер. Он учился в Верхневилюйске и был лидером Верхневилюйского физмат-движения школы. И был выдающимся учеником этой школы. И он, оказывается, является учеником Олега Евкентьевича Слепцова. Как-то при встрече
Георгий Петрович подошел к Олегу Евкентьевичу и говорит: мой учитель, и представил мне Олега Евкентьевича как своего учителя, своего руководителя своей кандидатской диссертации. Я очень удивился, потому что Олег Евкентьевич-то не намного старше нас и является учеником, человек, который, обучая в школе, для нас был кумиром, да? На 2 года старше учился Георгий Петрович от нас. И вот эта вот разница совсем небольшая. А быть его учеником, выдающегося человека, быть учеником, и это мне как бы даже уже в доверие ко мне вошел Олег Евкентьевич, что с ним можно сотрудничать в области науки уже смело. И наше сотрудничество уже до сегодняшнего дня идет и продолжается. И хотелось бы, чтобы у Олега Евкентьевича вообще-то учеников много, и они сделали выдающиеся открытия, сделали много хорошего в области науки для того, чтобы наша республика в этом очень трудном, в наше очень трудное время при глобализации нашло свой путь и, как при Советском Союзе, нашло свою нишу и развивалось очень такими стабильными шагами. Это будет правильно. Так что, Леонид Николаевич, да, тональность, я мажор. Вот у нас простая забота наша такая. Ой,